Вітаем вас, паважаныя тэлегледачы. Ізноў мы сустрэліся. Ізноў працягваем знаёмства з вялікімі кінавідэафондамі нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь. Сёння вас чакае сустрэча з цікавым чалавекам, таленавітай спявачкай, музыкантам, народнай артысткай Беларусі Ядвигой Поплавской. Придут опять рассветы, придут к нам вечера, и жизнь будет светлой, и любовь щедра. Мы соберемся вместе и вспомним о былом, и лучшие песни мы еще споем. Ядвига Константиновна Поплавская нарадзілася ў сям'і знакамітага ў Беларусі музыканта, хормайстра, аднаго з заснавальнікаў дзяржаўнага акадэмічнага народнага хору Константина Поплавскага. Скончыла Беларускую дзяржаўную кансерваторыю па класу фартэпіяна і аддзяленню кампазіцыі, была ў ліку заснавальнікаў і першых удзельніц ансамбля «Верасы». Разам з мужам Александром Тихановичем арганізавала дуэт «Шчаслівы выпадак» і тэатр песні Ядвиги Поплавской Александра Тихановича. Композитор, народная артистка Беларуси. Ядвига Константиновна, я рада приветствовать вас в нашей студии и хочу от всей нашей творческой группы подарить вам эти прекрасные розы. С радостью. В знак нашего уважения к вам. Благодарю за то, что я в этой прекрасной студии, здесь так уютно, прямо как будто бы в кинозале находишься. Как-то давно уже в кино не была, да, очень давно. И поэтому сейчас так много воспоминаний и очень приятных ощущений, когда окунаешься в такой киношный заловый мир. Ядвига Константиновна, да. Я думаю, буду права, если скажу, что очень многие страницы вашей биографии нашим телезрителям, поклонникам вашего творчества известны. Но все-таки не зря мы собрались в нашей студии. Уповаю на то, что есть еще странички в вашем творчестве и биографии, которые еще или мало знакомы, или совсем не знакомы, неизвестны нашим телезрителям. У вас никогда не возникало желания сесть и писать мемуар? Предлагали уже в 90-х годах. А я не знаю зачем. Самое главное, вот в нашей профессии, да, это оставить в душе людей самое светлое от общения с нами. Иногда и не хочется делиться с людьми, потому что это приобретенное тобой, это уже твое личное настолько. Поделиться опытом – это уже другое дело, потому что, может быть, кому-то это поможет. А остальное, ну что страницы? Я страницам порой не верю, вы понимаете, потому что когда где-то, ну, наверное, 80-х, конец 80-х, особенно в 90-х годах, пошли все строчить книги. Да. И причем, самое удивительное, редко, когда это настолько искренне, честно, и так, как оно есть, то есть веришь, а в основном тянут одеяло на себя. Ядвига Константиновна, я думаю, что также не будет открытием для многих наших телезрителей то, что вы стояли у истоков основания ансамбля «Верасы». Давайте окунемся вот в то время, в ту атмосферу, вспомним. Словно тысячи весен назад птицы с юга на север летят, не хотят задержаться нигде, а торопятся в талой воде. Талая вода, шалая вода, все с тобою связано, радость и беда. Шалая вода, талая вода, от меня вчерашнего больше нет следа. Я считаю, что и до сих пор даже те, которые продолжают именно творить и работать под этим брендом, должны быть благодарны Таисии
Мироновой. Идея ей пришла в голову. Предложить филармонии такой же коллектив, как песняры, только женский. Эстрада считалась музыкой дурного тона, нам запрещали. То есть тем, кто учился академической музыке? Абсолютно, да. Один из профессоров сказал: «О, эта музыка дурно пахнет». Да, даже вот так. Но правда хорошо, что попозже, уже я помню, когда я заканчивала консерваторию, уже другой взгляд у педагогов был на эстраду. И когда мы озвучили нашу, даже не просьбу, а просто предложение, вы знаете, что они так положительно отреагировали. Говорят, замечательно, хорошо, потому что тогда очень ценилось образование. Нам сказали, делайте программу. Правда, еще была оговорка. Да, мы вас возьмем, но пусть с вами занимается Константин Иосифович Поплавский. И папа с нами стал заниматься, и где-то через неделю он говорит, а нам же это не надо было. Ну как, мы же сами с усами, правда? Но папе неудобно сказать, папа, да мы тут сами все. Он понял, он говорит, слушайте, девчонки, давайте я не буду, вы все правильно и прекрасно делаете. И мы начали заниматься сами. И, конечно, то, что мы рядом с профессионалами, это тоже наложило большой отпечаток. Хотя мы были сумасшедшими. Вы знаете, столько энтузиазма. На самом деле, верасы – это даже как диагноз для нас был, да. Мы прибегали утром, уходили вечером, окрыленные все, потому что получалось. Беларускі вакальна-інструментальны ансамбль «Верасы». Сёлета ён стаў лаўрэатам усесаюзнага і міжнароднага конкурсаў. Это чижик, боже мой. Журавинкой ты была, журавинкой ты была. Этот состав, это 1975 года. Это уже был после Всесоюзного конкурса артистов эстрады, который пятый всесоюзный конкурс артистов эстрады, который состоялся осенью 1974 года, еще прежним составом, но уже несколько другим, потому что по ходу нашей верасовской ранней истории так получилось, что барабанщик, который барабанил, да, он добарабанился до нашей Таси. Что касается Раи, она встретила человека, который стал ее мужем, и просто сказал, не надо этих, да. И Таня Королева тоже впоследствии достаточно быстро вышла замуж. То есть это у нас где-то, мы таким составом, наверное, около 2 лет проработали. Чем вы так брали, я не знаю, трогали зрителей, слушателей, притом самых же разных поколений? Вы знаете, что чем мы брали, это проще всего сказать самому зрителю. Да, но я понимаю сейчас, очень хорошо понимаю, что вот та искренность, наша чистота, на самом деле, другого слова не скажу. Чистота, вот эта юность, без понтов, без ничего, знаете, вот открытость, вот это. Трогательность где-то, да. Мы настолько были искренние, а искренние почему? Мы очень любили друг друга. У нас был один из самых дружных, крепких и
да просто здоровых коллективов. А, красота какая! По собой иду, Холодком колодцев и крениц, сладковатой горечью полыни, пересвистом и волки синиц, чтобы вновь на чистою водою золотистой солнечной пыльце мне увидеть маму молодою, ни одной морщинки на лице. Ботанический сад. Сразу вот, когда сирень показали, я вспомнила даже вот на физическом уровне запах сирени, аромат сирени, да. Ой, такое чудо, когда видишь вот эти съемки, как будто бы этих лет и не было, правда? Вот как будто бы вот окунаешься туда. Спасибо большое, спасибо вам за эти потрясающие воспоминания. 82-й год. Это «Любовь моя». Сейчас вспомним. Ты шла и травы гладила рукой, и лунный дождь волос твоих касался, и любовался Бог любви тобой. О, как же он тобою любовался! О, как же он тобою любовался, любовался. Уста твои так радостно цвели, так жарко о любви они шептали, что всех надежд земные корабли к счастливой нашей пристани пристали, к счастливой нашей пристани пристали, пристали. Ой, боже мой. Я вот сейчас смотрю, и я понимаю еще, как дополнение к тому вопросу, вот чем вы так покоряли Верасов. Это не только вот так вот мы с Сашей, а все настолько были настоящими, мы же не играли. Как из нас лилось, то, что мы чувствовали, вот такое оно и было. Конец 80-х. Время было очень тяжелое для многих. Но вот именно культура, эстрада, переломный момент наступает. Это, наверное, не И конец, конец 80-х. Вот и в правильно. вашей жизни получается так, что вы расстаетесь с ансамблем «Верасы». Вот бывает так. Все как-то, то есть мы все свои болячки знаем, как-то все у нас открыто, если где-то какие-то конфликты, собирались, выясняли, потому что смысла нет. Вот. А появление вот бывает так в коллективе одного человека, который не наш. Этот человек не должен был появиться, хотя мы его прекрасно знали и замечательно относились, и в свое время мы очень много помогли, я лично. Вот. Но это другая уже история. Мы сами бы никогда не ушли. 86-й год, и мы вынуждены были покинуть этот коллектив. Нам предложили с Сашей группу сделать, но на то время Миша Финберг как раз организовывал оркестр. Мы с Сашей очень благодарны тому, что вот так вот волею судьбы попали в этот потрясающий оркестр, а когда только начинается, это самое потрясающее время. Это самое интересное, потому что это энтузиазм, это горение, вот новое сделать это. Ребята все
играли просто сногсшибательно все, божественно. И мы как-то с Сашкой так, слушай, как-то стыдно, но кто мы такие? А за нами целый оркестр. Вот. Но это продолжение этого опыта, и мы понимали, что мы на месте тоже. Да, мы там и подпевали, и пели сольно, и разные программы, как это у Михаила Финберга. У него же программа за программой, и причем они настолько разные, и столько пенья, и столько игры, столько всего. Снеги и зоры за окном заснули у хаті все давно. Бярозкою юная гальем потиху стукає в окно, а ты плывешь у белый свет, синее плыть твоих очей, и найдалейшая з планет сява соседнего ближей. Стоїть задумлівадна, і як вітри сталніх зими лет. Стоїть Бярозкая окна, з якого мне открывся свет, а я все чую шум лясов, шляхи маленства заняло. Где-то, наверное, через 2-3 года все-таки вот это не получилось вокально-инструментально. У нас потребность в другом была. Пусть Михаил Яковлевич простит, но все равно потом все стало на свои места. И мы просто отпочковались, скажем так. Я не могу сказать «ушли», потому что уходить оттуда абсолютно не хотелось. Но хотелось вот совсем в малую форму опять войти. Да. И поэтому вместе с барабанщиком, гитаристом, саксофонистом Михаил Яковлевич жутко на нас злился. И я знаю, что и до сих пор, скорее всего, он не простит. Миша, мы тебя очень любим, ну прости, пожалуйста. Когда мы еще работали в оркестре у Михаила Финберга, Эдуард Ханок принес нам песню «Счастливый случай». Эту песню мы сделали. Вот, и где-то, помню, даже на Славянском базаре эта песня прозвучала про оркестр. Я помню, еще Саша здесь, визажисты и парикмахеры, такую звезду там набрызгали. Ну, то есть, да, тогда украшательствами этими занимались. Вот, Сашка потом говорит, ой, зачем я это сделала? Ну, тогда, это ж артист, что-то же должно быть, да, привлечь внимание. Да, и, конечно, мы очень благодарны за то, что эта песня появилась в нашем репертуаре. Стихи написала Лариса Рубальская, с которой мы знакомы были еще раньше. Вот. И, в общем-то, когда мы отпочковались и образовали группу, у нас уже название само по себе приклеилось «Счастливый случай». А я тогда предложила послушать одну из песен в исполнении как раз группы «Счастливый случай». Вот на этом месте, на краю причала, платьице невесты, ты тогда стояла, белая, босая, птицею казалась, увозил тебя я, с морем ты прощалась. Белая птица моя, грустная фея причала, может, вернешься опять, может, начнем все сначала, может, вернешься опять. Крымская девчонка, сердце без утайки, с норовом
птенка и с душою чайки. Захмелев тобою, не заметил тучи. Славно быть женою, чайкой видно лучше. Ваши песни и трогательные, и трепетные, и вот такие юмористические. Ведь вы живые люди, и у живых людей самые разные эмоции. Иногда это такой накал страстей, что и обжечься можно. Вот как уметь регулировать это? Промолчать вовремя. Это единственный способ избежать конфликта. Это вот то, что простить, понять почему. Ну, может быть, не с той ноги встал, или у него мысли, может, еще не на том уровне, когда просто на это не надо обращать внимание. На какие-то вещи вообще внимания не надо обращать, на самом деле. Есть еще одна песня, но это 2015 год, любовно-творческий тандем. Дорогая моя, дорогая моя, Тебя зову я нежно, дорогой, а я еще нежнее, дорогая. Любовь идет в обнимку с добротой, и я живу тебя от зла оберегая. Дорогая моя, дорогой, голос сердца всегда молодой. Птицы нашей весны улетают, только ты остаешься со мной. Дорогая моя, дорогой, мы обвенчаны светом и тьмой, мы обвенчаны вечною песней. Оставайся навеки со мной. Мы с Сашей счастливы, потому что в нашей жизни очень много людей, с которыми связано не только наше творчество, но и просто человеческие отношения. Эту замечательную песню спасибо Александре Николаевне и Николаю Николаевичу Пахмутова Добронравов. Тоже семейная пара, золотая пара, с которой нужно, естественно, брать пример. Сложилась так судьба, что более чем 40 лет вы были вместе. Вы пережили с ним очень много разного. И счастья, возможно, и грустили вместе. Но вы выстояли, вы не сдались. Если люди меня такой видят, мне бы хотелось быть, конечно, и сильной, и мудрой. Но для того, чтобы приобрести эти качества, наверное, нужно всю жизнь работать над собой. Да, это большой труд. Выковывать себя и наполнять себя именно вот такими качествами. Справедливостью, честностью, добротой, силой, мудростью, великодушием, милосердием. И отметая вот эти разрушающие явления, как зависть, гнев, раздражительность, уничтожение других за счет себя любимого. Всему есть начало, всему есть конец, но только любовь вечна. Знаю я на 100%, где расставишь ты акценты, когда недовольная будто скажешь мне доброе утро. Не надо мне смотреть украдкой, я помню все твои повадки. Когда уставшая очень скажешь мне спокойной ночи. Ну почему столько лет подряд Я смотрю только на тебя. Почему я ищу твой нежный взгляд? Ну почему столько лет подряд ты глядишь то с обидой и то любя? Почему кто-то скажет любовь, а кто-то судьба? Да, любовь – судьба.
Прекрасная песня, Егор Хрусталев нам ее подарил. Спасибо Егору большущее, потому что название этой песни «Любовь, судьба» стало названием нашей программы. И программа у нас вот последние эти годы очень хорошая была, потому что как-то Саше говорю: слушай, Сашка, посмотри, у нас что не песня, то какая-то история семейная. И смотри, это произошло, счастливый случай тоже. Помнишь, у нас в автобусе, это произошло в автобусе. Вот любовь, судьба, это уже семейная жизнь, да. Давай сегодня встретимся, давай с тобой поженимся. Это Сашина на стихи Олега Жукова. А потом появился у меня «Ты зачем на мне женился?» Это я уже в сердцах. Нет, это еще раньше было. Увидела... Вот именно когда вот эти все дела, да, 90-е. И Олег Жуков принес текст, и там, значит, «Ты зачем на мне женился?» Ты не видишь ничего, ты так сильно изменился. Ты не рад мне, дорогой, может, ты тайком влюбился? Я тебя одну люблю, ты прекрасна в платье новом, говоришь, что вечно сплю, не даешь сказать ни слова. Я такой же, как всегда, и ничуть не изменился. Видно мне весь век страдать, ты зачем на мне женился? Я написала, значит, ну, там песню, и вот как раз «И ты зачем на мне женился», и «Любовь, судьба», и это. Потом Ширина Лёни «Я для тебя построю дом». Там уже первые такие, как бы, «Не разбивай мечты, не разбивай там сны». То есть все как по жизни идет. Ну и заканчивается «Давай помолчим, все скажут глаза». И вот это «Помолчим» по тексту мы поняли, боже мой, вот это и то средство, которое вообще поможет любому семейному человеку. Снег, ребенка смех, морской прибой, зорницы всплеск. Взрыв, огонь и плач, людская зависть, злой палач. Жизнь, прекрасный миг, нельзя забыть о том на миг. И высокий строк на небесах хранит нас Бог. Перед небесами все равны, все мы сестры, все мы братья. Мир не для вражды, не для войны. Перед святым распятием молитвою любви спасем мы души. 35 лет нашей творческой деятельности. Я вот смотрю, Саша, он весь, видите, мокрый. И сразу я вспомнила Дина Рида, который тоже где-то спустя 2-3 песни, он настолько выкладывался, он просто стоял у него под градом лился. Ну, вот это и есть вот это Отдавать себя профессиональная целиком. отдача, да. Жизнь прекрасный миг. Да. Сашкины стихи. Саша вообще очень стеснялся. Было сказано еще Вероса: запомни, имеет право писать только тот человек, которому дано или который закончил консерваторию. А с тобой можно говорить о футболе. И вот так вот перебила. Он так стеснялся, и поэтому к Володе Никляеву пошел. Говорит: Володя, вот, может, отредактируешь? И вы знаете что? Там все было очень красиво, грамотно. Но там несколько строчек. Но у Сашки это было вот оно. Это как у Анатолия Николаевича Рубинова, который написал песню «На то тебя Господь благословил». У него каждая фраза, она понятна простому человеку. Вот. То есть там нет вот именно, может быть, какие-то шероховатости непрофессионального поэта, но они
эти шероховатости, те, которые сразу в душу капают. Вот. У Саши много стихов. К сожалению, все это осталось вместе с ним. Кое-что, да, где-то в каких-то бумагах я сейчас нахожу, и я как увидела вот это, я смотрю в твои очи, Господи, и бессонные ночи, Господи, исчезают во мрак, в невозвратную даль. Как же дорог тот миг мне, Господи. Когда я в первый раз увидела Сашиным почерком таким полупонятным, но потому что мысль шла, да, я знаю, где это было, это точно было. У нас на студии, пока я там сидела, так делать-то было поздно, а Саша меня ждал в другой комнате. Вот, он молился. И вот это стремление Саши увидеть Бога еще здесь, и он его видел на самом деле. Об этом говорят его поступки, его отношение к жизни, его отношение и к семейным, к другим людям. Но это тоже большая, огромная работа над собой. Вы не представляете. Если сравнить, да, вот какой поначалу Саша, вот это действительно приобретение мудрости. Это Саша такой холеричный, такой весь импульсивный. Он уже спокойствие. А я вспомнила, наверное, это больше 20 лет назад, вот то, что вы говорили, конец 90-х. Мы были с моей очень хорошей подругой в Жировичах. Нас пригласили туда, и мы поднялись на хоры. На хоры. И там был Александр Григорьевич. Да, мы там часто бывали. Я его совсем увидела другим. Не такой, как на сцене, а вот другой просветленный человек, спокойный. А потом он уходил, и как к нему подходили и студенты, и просто прихожане. И вот действительно вот это вот обыкновенное, простое, открытое общение. Знаете, вот это очищение и эта подпитка благодатью Божьей, она настолько помогала и помогает и вот мне, и другим, кто это ощутил. До этого нужно дойти. И тогда меняешь взгляд на жизнь, на то, что происходит. И приходит понимание очень важных вещей, каких-то таких истинных. Ну, у каждого это свое. Саша, это да. А в концертной нашей жизни, вы представляете, вот когда выходишь на сцену, и вот с этой чистотой, с этой просветленностью, вот поэтому у нас так и концерты проходили. Важно сохранить те самые лучшие качества, которые еще у человека заложены с самого детства, и не потерять вот это благородство, справедливость, понимание, уважение к другим людям, которые вот теряются с годами. Вот. И главное вот сохранить, Саша сохранил все самое хорошее, и то, что было скверным, ему удалось убрать еще при жизни. Когда же стая лебединая сгорит дотла в вечернем зареве, ты без меня, моя любимая, начни все в этой жизни заново. Знай, что надежды не потеряны, и ожидания не напрасные. Заплачет тихо осень серая, а ты запомни лето красное. Надежды наши не потеряны, и мои песни не напрасные. А мне пусть плачет осень серая, а я запомни лето красное.
для людей мы с Сашей стали как бы лицом ансамбля «Верасы». Ну а с другой стороны, когда пошли записки, где-то уже 92-93 год, это точно вот в это время, потому что народ понял, что уже Советский Союз не вернуть, пошла ностальгия, и начали просить вот эту песню исполнить. Ну и, естественно, из верасовских, потому что приходят поколение зрителей, да, того времени. И для них каждая песня – это история, какая-то частичка их личной жизни, связана с какими-то событиями в жизни. Эхо улицы ночной, это тихий голос твой, дрогнут тени на стене. Может, ты придешь ко мне, встанешь тихо у огня, спросишь, любишь ли меня? Только промолчу в ответ, словно и ответа нет. Но моя вина в том, что у любви наши имена, в том, что Но это не я. твои руки, твои глаза, моей любви, на щеке слеза, у моей любви прощальный бал в сумерках зал. Да, эта песня, конечно, достойна того, чтобы ее полюбили многие, и так она и любима до сих пор. Одна из тех песен, которые я считаю, это на очень-очень долгие годы, потому что такие хорошие чувства у людей она вызывает, и воспоминания, и нежность, и грусть. Едвига Константиновна, с вами, с молодыми девчонками, студентками занимался Константин Иосифович Поплавский. Ведь это действительно легенда. Я помню, что когда-то мне в руки попалась запись хора Геннадия Ивановича Цветовича. Да, и там было подписано, да, обработки. О, папа, такое Поплавский. количество обработок и Уникальнейшие оригинальных музыкальные. произведений. Я маленькая тогда была, и очень хорошо помню, когда Геннадий Иванович Цветович, потом такой мы его называли дядя Бальцевич. Почему? Да. Ну, все дяди были. Потом мой родной дядя Владимир Войтюхович, они ездили и собирали для народного хора интересных, талантливых людей, девушек, парней, и для хора, и для танцевального коллектива. Еще там другие люди, естественно. То есть тогда организовывался народный хор. То есть самое-самое его начало. Самое-самое начало, да. И вот эти репетиции, хотя мы были на репетициях, когда папа работал в капелле Григория Романовича Ширмы. Нам так повезло в жизни, Боже мой, мне лично повезло настолько, потому что такое количество потрясающих, интереснейших, красивых людей, красивых и душой, и красивых своими отношениями с людьми, когда вот видишь, как они работают. Вот. И это, конечно, дает такую подпитку жизненную. Да, что касается моего папы, это благодаря родственникам. Где-то лет 10 тому назад просто узнала. Это спасибо землякам. Боже мой, земляки, низкий поклон и Венцу, Воложенскому району, музею традиционной культуры и конкретно его тогдашнему директору и теперешним, конечно, всем, кто работает в этом музее, потому что они сохраняют память своих знаменитых земляков. Там не только папа, там экспозиция папина. И они даже родословную такую сделали 1800. Ну, то есть Наполеоновская война, представляете, вот с тех времен. Но это также благодаря родственникам по линии папы, которые
сейчас это можно, докопаться до каких-то истин. И мне тогда, помню, сказал директор этого музея, ну, это надо еще выяснить, но, по-моему, корни у вас французские. Какой-то из наполеоновской войны, то есть этого отряда, войска, да, которое отступало. войско отступающие. Кто-то там остался, вот, и, значит, отсюда Лембовичи, Лембо, они думали Лембо. Где-то несколько лет сказали, нет, это уже не французы, а сербы, Лембовичи. Может. Да, все может быть. И именно по маминой линии, боже мой, какой талантливый род до сих пор. И когда встречаешься, они практически большинство именно в искусстве. Поющие, со слухом. Это с папиной стороны, с маминой тоже, но там живопись, скульптура. Это такой край, вот этот Воложенский, и Венецкая земля, и волю судьбы, спасибо. Я тоже впитала корни этой земли. Моя сестра и брат, да. Едвига Константиновна, вы говорили о том, что абсолютный слух у вас у всех троих детей. А передалось ли это? Ведь я знаю, что музыканты говорят иногда, что это и дар Божий, и проклятие, вот абсолютный чистый слух. Да, это не правда? будем. О Не, мы втором вдаваться- моменте, но это очень тяжело. А с абсолютниками, вот если я знаю уже, что у него абсолютный слух, я сразу бережно отношусь к этому человеку. Это другого эмоционального склада людей, и поэтому им можно много чего простить. Они в силу вот этого абсолютного слуха, вот эту фальшь, происходящую в жизни, они тоже очень чувствуют, понимаете? Ну, может, кто-то так, может, кто-то по-другому, я не знаю как, но я вот говорю о себе. И поэтому любая фальшь, вот лично мне, она воспринимается как физическая боль. С возрастом абсолютно слух тупеет. А Едвига Константиновна, кому еще по наследству вот этот уникальный слух, вот эта уникальная музыкальность передалась? Ведь Настя прекраснейший музыкант, дочка. Но не могу сказать уникальная, не уникальная, как это. И иногда бывает просто хороший слух. У Насти хороший, крепкий слух. Она музыкант тоже от Бога. Ей это дано. И было очень приятно, как на «Золотом шлягере», когда сделали программу «Папа, мама, я дружная семья», попросили нас вести. Семьи были Малежики, Пьехи, Пресняковы, мы, еще там другие. То есть вот такая сборка была. Сказали, а что здесь? Все, что угодно. Вот пусть ребенок, ну хоть как-то. И я Насте сделала, правда, очень тяжелое, еще тогда Володи Домарадского «Побуди меня опять». И такая песня была. Потом еще одну попури, и она это спела. И журналисты на следующий день написали: наконец-то природа отдохнула на родителях. Тем более, что у нас не было такого времени, чтобы это школа, это Настина самостоятельность, вот это именно самостоятельность. Нарисую ветер на окне, нарисую звуки в тишине, нарисую слезы в облаках, что упали с неба, а пока об одном опять судьбу молю, проклиная я тебя люблю. Горизонт сжигает купола, и я любовь рисую, а пока нарисую глаза. Она здесь сама себе не нравилась, поэтому я вспоминаю, всякий раз, когда мы видели себя, мы сразу замечали недостатки, и мы не нравились сами себе. Но это, наверное, хорошо. Тогда есть толчок к тому, чтобы стремиться к лучшему во всех отношениях. Нарисую в небе млечный путь, чтобы в своих чувствах утонуть. Нарисую счастье на руках, нарисую встречу, а пока об одном опять судьбу молю, проклиная я тебя люблю. Горизонт сжигает купола, и я любовь рисую, а пока.
Что касается внука, когда он совсем маленький был, еще головку не держал, и когда начинал плакать, я заметила, я его так вот брала на себя, Ванечка об меня, и пальчиками по клавишам. И его вот звуки, вдруг он переставал плакать. И думаю, дай-ка я попробую. Так, ля-ля-ля, пальчиком, значит. Говорю, ну, ему, значит, эта нотка ля. Но потом там дальше птички поют, там медведики ходят, все это. И я ему периодически тыкала это ля. И где-то, когда ему был, наверное, годик, кто-то приходит из знакомых. Ну и как Ваня уже поет, я говорю, с какой-то стати. Ванечка, ну спой. Я говорю, ну спой нотку ля. Просто сказала ля. И он вдруг ля. И попал. Думаю, о, все абсолютно слух. Через какое-то время, ну где-то уже 2-3 года, все. Смотрю, да. В этом плане я подумала, ну и хорошо, да, и так достаточно музыкантов. Но в музыкальную школу параллельно с общеобразовательными предметами, когда он начал ходить на бульваре Мулявина, школа, и он начал ходить, заниматься на фортепиано. Правда, как все дети, он играл только то, что ему нравится, но начал ходить в хор. Да? Ну как? Надо. Вначале не хотел ни в какую, а потому что я пришла, думаю, боже мой, какой потрясающий хор. Какие девочки, да вот каждый, вот на детское Евровидение, вот они, там такие солистки, там такие игровые, а хормейстер, женщина, ну потрясающая. Мне так понравился, я говорю, что тебе не... Одни девчонки. Одни девчонки. Ну и так получилось, что где-то через год он попал в смешанный хор. Все, там же были все, и взрослые, и не одни девчонки, и ребята. И тут второй альт, первые партии всегда петь легко, ну, когда мелодию поешь. А какие-то партии под мелодией это достаточно сложно. И где-то через 2 года я смотрю интонации. Мы с Настей, он чисто, на сегодняшний день он чисто поет. Ему очень нравится хор. Хор классный. Они уже и в консерватории выступают, и в детской филармонии, и ездили и по разным городам, и даже за рубеж. То есть это профессиональнейший, отличный хор ребят, которые поднимают очень сильные произведения. Мы очень довольны тому, что Ваня через музыку пройдет. А любой вид искусства, через который проходит ребенок, откладывает очень хороший след, особенно на духовном уровне. Нават калі мы на зямлі знікнем нібыта кругі на вадзе, ні ў вышыні, ні ў вышыні, ні ў глыбіні, ні ў глыбіні. Не забывай пра мяне, анідзе. Не забывай, белой чаромкой заметенный май. За небо край, голос подай, не забывай ты. Едвига Константиновна, Да. я благодарю вас за то, что вы были сегодня нашей гостьей. Вот в этой атмосфере нашего кинозала. Что вы, не за что. Так искренне рассказывали, вспоминали, делились своей мудростью. Поэтому творческих успехов, счастья, здоровья и еще концертов. Спасибо. Буду стараться. Вам всем всего хорошего и доброго. И спасибо за приглашение и за эти прекрасные цветы. И за те мгновения такой радости, которую вы подарили мне, благодаря вот этим воспоминаниям, благодаря видео, хронике. Спасибо большое. Как это трудно и как легко жить в ожидании волшебного дня. Пусть друг от друга мы далеко,
повторит оно вновь и вновь 1000 раз. Что я люблю, я люблю, я люблю, тебя люблю. Почтой любви стань эхо для нас. Паважаныя тэлегледачы, мы былі рады новай сустрэчы з вамі. Рады былі ізноў прыадкрыць для вас вялікія кінавідэафонды Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь. Калі ў вас з'явілася жаданне набыць відэаматэрыялы для ўласнага архіву, калі ласка, звяртайцеся да нас. Шукайце нас у сацыяльных сетках. До новай сустрэчы. Это свое вместо писем любви тебе я шлю. Пусть повторит оно вновь и вновь 1000 раз. Что я люблю, я люблю, я люблю, тебя люблю. Почтой любви стань эхо для нас. Почтой любви стань эхо, почтой любви стань эхо. Как я люблю, люблю.